Время новостей на канале Абаза. В студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Эстафета Победы дошла до Сухума. Она завершится 28 мая в Москве у мемориала могила неизвестного солдата. Особый интерес к истории Абхазии советского периода. В АГУ открылась отчетная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Огонь души, высекая музыкой. Состоялся концерт фортепианного дуэта, пиано-дуо и Государственного камерного оркестра Абхазии. Начнем с официальной хроники. Прошла встреча президента Бадры Гунба с представителями абхазской диаспоры в Турции, прибывшими для участия в инаугурации. Глава государства поблагодарил гостей за то, что они прибыли в Абхазию для участия в этом значимом событии. Гунба подчеркнул, что всегда интересуется судьбой наших соотечественников, проживающих за рубежом. Президент также добавил, что будет стремиться к укреплению и расширению добрых связей с диаспорой. Представители делегации из Турции поздравили Бадру Гунба и Беслана Бигвава со вступлением в должность президента и вице-президента и выразили готовность оказывать всяческую поддержку государству, а также лично Бадре Гунба. На встрече также присутствовал вице-президент Беслан Бигвава. Иус дналаго ачны уи турых тхтысу дзусты залаги пснызы избанок зер хажлара гырдза джибар бит аудиро кырхоргит аторых дат аудиука хақыс асип шалшара хаважлар ирмызарц хара инук залаги хайсча хразхау амшин ходзи рома дуней ялапсу рома Убрезахан харахайма даракыр яхсаб собс гуяна год яга изайгу найба бара хабжахтзар хажларги апипш бзиропа дачызныги бзила шабит шнохора инугзалаги бзира ескызат аха аудуираканыкологи харахшейд гулаправрагнысыхоп гукала зиги сышзыхоп зныкакум юнтакум тырптулахнейхит яхбахит шара шуатлар зашкур шибло Зерзыпо, апатуина жигдзо, агубларайна жигдзо, харай нукзалаги, патуахзаку. Иха райхо, хадернеква, хадара цурома, федерация хада цурома, патус кусту. Дарес бубуэй, абсуарзахне, абс аразахне. Ях ахантунис козу айримачза, вахге рахге. Атариханги вусок еще. Сырсбу ятоху ваге раге биситинчна хайбаркна хаана. Агирт адюния ипсахни алот битади. Ус турктулаги вай уси опараги уси опаха. Хария тоху аважлара ирхтинчни бзияны хабз тарих يحضرون هانخر يحتخو بريوب شرق بريشا خايز عن شوقام شويتا يتبو بسحو Bukala psikoloji dahna oluyor. Aksına karşıda şaşalt hazırızı. Biz elimizden geldiğince her türlü desteği vereceğiz. İskiliye şu anda hava bir hal şozu ahsarızı ha. İşte birliğimiz devam etsin. Eksilmeden devam etsin. İham muayit gılır eskili giysi yatsılarında programı kapılanka ahsarı. Ахунткара хадаруус шуккулы тамам шалар пашимазайт хапсат гилазын рейхае гуусква эчкарачын ахусачын шизрхио ишимо пишала ариус рейхае шибзио ласфант шацсва гурахкавет уи хампада ишас хурстаху диаспори абсникун хо хашчи реймадара Нейлухайлухамцаква издегейт кыланы, хапхешкыланы, хунткарарчырычын, хапсадгил арытбарычын, атсырычын, хахчырызын, яматохууской шохтавала, рейхай шейгеулы шаштава гурахкавайт аман шалара шумазайт, еништахуй шаштаху шаанда хшаау, уйхумпадейждырвайт, ахвара тахцам,
Абзира кушигам зайд. В связи с вступлением Беслана Бигвава в должность вице-президента Абхазии указом президента Бадры Гунба временное исполнение обязанностей главы администрации Ачимчирского района возложено на первого заместителя главы администрации Ачимчирского района Артемона Габилая. Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин поздравил Владимира Делба с назначением на пост премьер-министра Абхазии. Он отметил важность дальнейшего укрепления российско-абхазских отношений, основанных на принципах дружбы и союзничества, расширение торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализация крупных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам Российской Федерации и Республики Абхазия. Говорится в тексте. Мишустин пожелал Делба доброго здоровья, благополучия, успехов на ответственном посту. Выборы в органы местного самоуправления переносятся на 8 ноября. Депутаты парламента приняли во втором и окончательном чтении законопроекта о продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления. Парламент 18 февраля 2025 года уже продлевал срок полномочий депутатов органов местного самоуправления до 7 июня 2025 года в связи с совпадением даты выборов президента с выборами в органы местного самоуправления. По итогам обсуждения депутаты проголосовали за перенос даты выборов депутатов органов местного самоуправления на 8 ноября. Делегация парламента Республики Абхазия прибыла в город-курорт Анапу для участия в работе 42-й конференции Южно-Российской парламентской ассоциации. Организаторы мероприятия предусмотрели обширную программу для руководителей делегации, которая включает в себя знакомство с курортно-туристическими объектами Анапы. Сегодня в рамках программы ассоциации пройдут заседания ее комитетов, заседания Совета и пленарные заседания 42-й конференции ЮРПА. Председатель АНД Адгур Ардзинба направил президенту Бадре Гунба перечень предложений по первоочередным мерам в сферах экономической и социальной политики и совершенствования системы государственного управления, в том числе сокращение расходов государственного бюджета на содержание органов государственной власти на 20% от уровня бюджетных ассигнований на 2024 год, а в части расходов на служебный автотранспорт и связь командировочных и представительских расходов не менее чем на 40%. Снижение действующих тарифов на электроэнергию с учетом экономической целесообразности и социальной ориентированности тарифной политики для отдельных групп потребителей. Зафиксировать скорректированные тарифы на электроэнергию сроком на 3 года. Установить единоразовую целевую выплату учащимся, окончившим школу с золотой медалью в размере 500 тысяч рублей, с серебряной медалью 100 тысяч рублей. Подготовить государственные программы Республики Абхазия, развитие здравоохранения, развитие культуры, развитие молодежной политики, развитие спорта. И еще ряд других предложений и инициатив. Люди и даты. 95 лет назад, 4 апреля 1930 года, родился народный артист Абхазии, актер Абхазского драмтеатра Чинчор Джения. В Абхазском государственном драматическом театре Джения проработал более 60 лет. Кроме того, он внес значительный вклад в становление жанра национальной сатиры и юмора, работая в коллективе популярного театра сатиры и юмора «Чорирама». При Абхаз-госфилармонии также снялся в нескольких художественных фильмах. Чинчор Джения сыграл огромное количество ролей в различных спектаклях, поставленных в Абхазском драмтеатре. Чинчор Джения ушел из жизни 14 апреля 2014 года. Проект, посвященный памяти народного артиста Абхазии Чинчора Джения, смотрите в нашем эфире после выпуска новостей. Накануне на филологическом факультете Абхазского госуниверситета состоялось мероприятие, посвященное памяти первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба, приуроченное к 80-летию со дня его рождения. Наш видеоотчет с вечера памяти смотрите 6 апреля в 19:30 в воскресном эфире Абаза ТВ. 4 апреля 1937 года родился Гиви Аграба, герой Абхазии, генерал-лейтенант, кавалер ордена Ахдзябша второй степени. В январе-августе 1992-го он командир полка внутренних войск Абхазии.
В первый день войны организовал оборону против войск Госсовета Грузии в Сухуме в районе 14-й школы и Красного моста. Принимал участие в Шромской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях Абхазской армии. Был координатором боевых действий при освобождении Сухума. В послевоенное время был министром внутренних дел и первым заместителем министра обороны Абхазии, председателем службы госбезопасности республики. Принимал участие в переговорах по регулированию грузино-абхазского конфликта. Гиви Аграба ушел из жизни 27 августа 2014 года. В нашем вечернем эфире смотрите интервью героя Абхазии Гиви Аграба из архива Абаза ТВ. 4 апреля 1955 года родился Джемал Чирикбай, герой Абхазии. Принимал активное участие в национально-освободительной борьбе абхазского народа. С первых дней войны был в составе группы ополчений. Участвовал в Гагарской, Первой Шромской, Январской, Мартовской, Июльской и Сентябрьской наступательных операциях. После войны под его командованием Гагарский резервный батальон нес службу на госгранице по реке Ингур. Участвовал в ликвидации грузинских бандформирований в Галском районе и Майской операции. В сентябре 1999 года трагически погиб. 4 апреля 1994 года в Москве представители сторон грузино-абхазского конфликта ООН, России и СБСЕ подписали заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, в котором сторонами были взяты обязательства о прекращении огня и неприменении силы или угрозы силы друг против друга. Стороны договорились разместить миротворческие силы по линии противостояния вдоль реки Ингур, расширить мандат миссии ООН по наблюдению. Это было началом переговорного процесса. Суть этого документа не сразу поняли. И вот я уже тоже говорил, что это было в апреле месяце, а вот в ноябре месяце мы опять в Женеве встретились, и они вроде бы в развитии этого документа представили еще один документ, уже который по существу отходил от того, что было подписано. Значит, о чем шла речь? Значит, вот заявление о мерах по политическому урегулированию, там четко было зафиксировано, что государственно-правовых отношений между Грузией и Абхазией нет. И там была такая фраза: проведены консультации о совместной деятельности в области международных отношений, обороны, таможенных дел, то есть те сферы деятельности государств, которые являются свидетельством суверенности государства. То есть речь шла о возможности совместного делегирования тех или иных полномочий. Вот. И когда вот это было сказано уже в ноябре месяце, и, в общем, и вот новый проект, который был представлен, ну, конечно, он был отклонен, потому что там хотели перевернуть вот этот документ и представить, что метрополия или центр, как они называли, да, вот, разрешает осуществлять вот часть этих полномочий, то есть из своих полномочий передает автономии. Вот так это пытались представить. Но дело в том, что автономия, она не может осуществлять эти компетенции, вот, и тем более совместно. Раз совместно, значит на равных. И вот началась длительная такая попытка вот ревизовать вот это заявление о мерах по политическому урегулированию. И было много различных проектов, проекты почти на каждой встрече менялись в течение года, то одно, то другое, то третье. И что самое интересное, что вот те, дипломаты, которые принимали участие в переговорах, они не брезговали ничем. Я уже говорил об этом, что мы могли вечером согласовать один текст, а потом опять утром принести неисправленный текст, от которого мы отказывались, надеясь, что мы его не будем читать. Так, кстати, было и с заявлением о мерах по политическому регулированию. Предпоследний день, 3 апреля, принесли опять документ, от которого мы отошли. Но так иначе мы настояли, и в дальнейшем это продолжалось очень много раз. И вот ездили, вот на одной встрече был
Владислав Григорьевич, вот, мы ему показали, что вот мы вечером согласовали, а утром нам принесли уже совершенно другое. Вот. Ну, надо сказать, что на нас оказывалось очень сильное давление. Ну, в первую очередь, со стороны западных государств. Ну, нас это не очень волновало, потому что мы понимали, что нам надо, да, добиться согласия с Российской Федерацией. Вот. Ну, в России тогда не все было просто. Все было просто, и МИД, который непосредственно занимался этой проблемой, он был ориентирован на Запад, ну, в лице его министра Козырева, там, других заместителей. Любыми средствами, любыми способами хотели сломить нашу волю. И вот пугали, ну, были очень сильные провокации и давили на нас. Но в России были люди, которые, может быть, не на первых ролях, но и скрытно помогали нам в нашей работе и поддерживали, говорили, что держитесь, все это может пройти. В нашем субботнем эфире в 19:30 смотрите интервью личного представителя президента Абхазии в переговорочном процессе Анны Гердени из архива Абаза ТВ. Эстафета Победы дошла до Сухума. Эстафета, посвященная 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, инициирована Советом командующих пограничных войск. 2 апреля символ эстафеты Победы был торжественно передан представителям погрануправления ФСБ России в Абхазии и погрануправления СГБ Республики. 3 апреля праздничные мероприятия прошли в Гагре, а 4 апреля в Сухуме. Подробнее Надежда Боровикова. Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» стартовала 2 февраля в Брестской крепости и Мурманске, а затем 1 марта еще по 2 маршрутам из Крыма и Новосибирской области. В Абхазию она прибыла 2 апреля, а спустя 2 дня праздничные мероприятия прошли в столице у памятника неизвестному солдату. Торжественный митинг начался с установки символа «Эстафеты Победы» на пьедестал, после чего к собравшимся обратился начальник погрануправления ФСБ России в Абхазии Сергей Щедрин. Эстафета Победы помогает нам еще раз вспомнить о героическом прошлом наших старших поколений, дать память и уважение всем участникам Великой Отечественной войны, офицерам и солдатам Красной Армии, советскому народу, который добыл эту победу. Эстафета Победы помогает нам еще раз убедиться в достойном настоящем правопреемников Великой Победы. Сегодня наши военнослужащие вместе охраняют государственную границу, а также защищают наши будущие поколения от нацистской нечисти в условиях проводимой специальной военной операции. И в этой нелегкой схватке мы видим немало примеров мужества и героизма наших бойцов. Нет сомнений, что граждане Российской Федерации и Республики Абхазия сохранят историческую память о Великой Отечественной войне, не допустят фальсификации ее итогов, приумножат традиции, заложенные нашими предшественниками. Высшее руководство Абхазии во главе с вице-президентом Бесланом Бегвава возложило цветы к памятнику неизвестному солдату. Мы с вами сегодня присутствуем на очень важном мероприятии – Эстафета Победы. Это символ памяти, мужества и стойкости наших народов, народов Советского Союза. Она дает возможность молодежи знать про подвиги своих дедов и прадедов. Мы благодарны командованию пограничного управления ФСБ России в Абхазии за организацию этой важной акции. Спасибо всем тем, кто помнит подвиг наших воинов. В рамках эстафеты Победы в 5 городах Абхазии пройдут уроки мужества, вручение продовольственных наборов и сувениров ветеранам и торжественные мероприятия у памятников героям Великой Отечественной войны. В церемонии возложения в Сухуме приняли участие сотрудники посольства России в Абхазии во главе с чрезвычайным и полномочным послом Михаилом Шургалиным. В 1941 году наши пограничники были первыми, кто принял на себя страшный удар войны. Поэтому эстафета Победы – это в том числе и память о подвиге тех, кто в июне 1941 года стоял насмерть в неравном бою и кто прошел всю войну до победного мая 1945 года. Эстафета – это еще и привет от героев нашего времени, пограничников, обороняющих рубежи Отечества на Курском, Брянском и Белгородском направлениях. Дорогие друзья, принимая эстафету Победы, разрешите поздравить вас с этим святым праздником, от всей души пожелать мирного неба
благополучия и всем нашим военнослужащим успехов по службе. Основной целью эстафеты Победы является укрепление единства и дружбы между народами, а также сохранение памяти о героической борьбе против фашизма в годы Великой Отечественной войны. День Великой Победы навсегда вписан в героическую летопись нашей страны. Это праздник, объединяющий все поколения наших граждан. Международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» является символом подвига всех нас, символом подвига пограничников. Она призвана сохранять связь поколений, напомнить о подвиге воинов-пограничников, которые в годы Великой Отечественной войны первыми встретили немецко-фашистских захватчиков. В церемонии возложения приняли участие сотрудники Министерства обороны, Государственного таможенного комитета, Министерства внутренних дел, сотрудники администрации города Сухум и, конечно, представители погрануправления службы госбезопасности Абхазии. В ряды советской армии было призвано более 55 тысяч с половиной человек. Из них пали смертью храбрых более 17 тысяч человек. 22 воина, которых взрастила и воспитала Абхазия, стали героями Советского Союза. 3 уроженцев Абхазии стали полными кавалерами орденов славы 3 степеней. Накануне войны сотни абхазов были офицерами, а в ходе войны стали ими. Абхазы принимали участие во всех стратегических фронтовых и армейских операциях. Героически сражались под Москвой при защите Ленинграда, Сталинграда, Одессы, Севастополя, Новороссийска и других городов. При обороне родного Кавказа, сражения на горных перевалах Абхазии, один из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны, во многом определивший исход битвы за Кавказ. Абхазы принимали участие в освобождении стран Юго-Восточной и Центральной Европы и в разгроме врага в самой Германии. По окончании церемонии возложения гостей ждал концерт с песнями военных лет, а рядом развернута полевая кухня. Эстафета Победы пройдет в 9 странах и завершится 28 мая в Москве у мемориала «Могила неизвестного солдата». Надежда Боровикова, Тимур Гугохия, Абаза ТВ. Последнюю партию патриотических стендов передали школам Абхазии в рамках совместного проекта Министерства просвещения Республики Абхазия, Российского фонда президентских грантов абхазским школам передали 3-ю партию патриотических стендов. Партия состоит из 113 плакатов на мольбертах с изображением и описанием подвигов героев Великой Отечественной войны народа Абхазии и специальной военной операции. Всего в рамках проекта школам Абхазии передано 918 плакатов. В Абхазии продолжается масштабная работа по восстановлению памятников Великой Отечественной войны. В рамках программы грантов президента Российской Федерации реставрация проходит в 71 населенном пункте республики. Акция приурочена к 80-летию Победы и несет цель сохранения исторической памяти. В селе Мачара Гулрыбского района приводят в порядок 2 памятника, имеющих особое значение для местных жителей. Почему так важно сохранить эти мемориалы и какие работы ведутся, в репортаже Заура Кварча. Село Мачара, как и сотни других населенных пунктов в Абхазии, хранит память о трагических и героических страницах Великой Отечественной войны. Здесь у въезда в село стоит памятник воинам 46-й армии, прошедшим по этим дорогам в 1942 году на защиту Клухорского перевала. А во дворе местной школы мемориал односельчанам, которые ушли на фронт и не вернулись. Эти памятники не просто камень и металл, а связь поколений. Каждый год здесь проходят торжественные мероприятия. К ним приходят школьники и жители села. Но со временем даже самые крепкие монументы требуют обновления. В первую очередь идет очистка камня от загрязнений. Затем мы смотрим над тем, какие камни нужно заменить, какие камни нужно подреставрировать. И будет подобран соответствующий камень и заменен в тех местах, где есть необходимость это сделать. Все надписи металлические, их мы отполируем, очистим. Второй памятник на въезде. Произведена тоже была в первую очередь очистка. Заменена, отбита старая облицовка. Снова был нанесен набрызг. В соответствии с этим будет нанесена краска. И сама плита, вот, на которой написана надпись каменная, она отполирована. Будет добавлено освещение. И вопрос озеленения остается уже позже чуть.
Восстановительные работы в селе Мачара стали возможны благодаря гранту из России и личной инициативе президента Владимира Путина. Важно отметить, что эти мемориалы никогда не были заброшены. Местные жители и школьники поддерживали их в порядке. Но время берет свое, и без профессиональной реставрации сохранить их было бы сложно. Для села, естественно, это огромная, великая память. Это передается из поколения в поколение, память о Великой войне, память о Великой Победе. Каждый год 9 мая, там это на территории школ находится, туда приходят на возложение и школьники, и жители. То есть оно в забвении никогда не было, просто сейчас мы его восстанавливаем, реконструируем, можно так сказать. Естественно, жители села отнеслись к этому событию с радостью. Мы отмечаем такие моменты, что в каких-то отдельных работах нам жители приходят и физически рядом становятся, помогают. Мемориал во дворе школы появился в 1989 году благодаря инициативе местных жителей. Тогда односельчане сами собрали средства, очистили территорию и установили памятник. С тех пор он стал частью школьной жизни. Здесь проходят линейки, патриотические уроки и возложение цветов. Для учащихся и учителей он не просто символ прошлого, а важная часть их истории. Каждое 9 мая мы организовываем в школе мероприятия, посвященные погибшим в Великой Отечественной войне. К сожалению, уже участников вокруг нас не осталось, но память всегда с нами. Мы помним и очень горды тем, что молодежь тоже интересуется. Они собрали все имена, фамилии тех, которые потом вернулись и потом погибли, уже потом здесь погибли. Хотим, чтобы вот как стенд вот так было прикреплено на памятнике. И на 9 мая хотим организовать красивое мероприятие. Реставрация мемориала в селе Мачара близится к завершению. К 9 мая работы будут окончены. И местные жители вновь соберутся здесь, чтобы почтить память героев Великой Отечественной войны. Для села эти памятники не только часть истории, но и живая связь поколений. Заур Кварча, Инала Гухава, Абаза ТВ. Особый интерес к истории Абхазии советского периода. В АГУ 1 апреля открылась отчетная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых. Подробнее в репортаже Алисы Адлиба. В Абхазском государственном университете начала свою работу отчетная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, ставшая важной площадкой для презентации результатов исследований и обмена мнениями. Эта конференция является значимым событием в научной жизни АГУ, способствуя развитию научно-исследовательского потенциала молодежи и укреплению связей между поколениями ученых. В самой же Испании была крепостная система, именуемая экомьенда. Фактически аналог крепостного права, как я сказал ранее. Сама же Куба, как остров, очень часто пытался выйти из-под влияния испанцев. Было несколько военных кампаний, просто несколько восстаний, которые очень жестоко подавлялись. Вплоть до того, что на Кубе несколько лет не могли привозить товары в лице хлеба, вина, продовольствия, из-за чего остров население могло упасть 2-3 раза. На секции исторического факультета, открывшейся в рамках конференции, молодые исследователи представили результаты своих работ, охватывающие широкий спектр тем, от ключевых фигур абхазской истории до теоретических и практических аспектов социализма. Практически по итогам каждого доклада возникала оживленная дискуссия. Это у нас ежегодная конференция научная, студенческая. Обычно весной мы проводим 2 большие научные конференции. Это преподавательского состава, а также студентов и молодых ученых, то есть аспирантов. Что касается конференции этого года, я считаю, что она особенная, потому что в ее организации приняли большее участие сами студенты, которые стали инициаторами докладов, и более того, они привлекли к нашей факультетской конференции представителей других факультетов, подготовили замечательные доклады о социалистических режимах в разных странах, из прошлого и современного, проделали достаточно хороший анализ, и поэтому сама конференция, она очень живая. Что касается вопросов, которые задают ребята, мы не навязываем вопросы,
Вопросы спонтанные, они возникают по ходу выступления. Студенты и аспиранты продемонстрировали глубокий интерес к различным историческим периодам и аспектам. В частности, исследование студента третьего курса Андрея Маркаряна посвящено становлению социализма на Кубе. Андрей также является одним из основателей социалистического клуба имени Нестора Лакоба на базе АГУ, который разрабатывался около 2 лет. Он рассказал, что придумал идею создания совместно со своими друзьями, чтобы глубже изучать исторические вопросы. У нас давно копились подобные идеи, мы решили организовать кружок людей, которые будут в этом заинтересованы. Это кружок даже не около, это кружок, куда историков, политологов, экономистов, художников, может быть даже агроинженеров. Человек у нас сейчас там актив 36 человек, 15 из них самые активные, все остальные дополнительные, и 5 из них это руководящий состав. Ну как руководящий? У нас нет понятия центрального руководства, у нас есть все, просто эти 5 человек как раз занимаются всеми необходимыми задачами. Тема доклада была кубинский социализм и в принципе история Кубы, потому что это государство достаточно близко нам. Оно тоже прошло через войну освободительную против колонизаторов, тоже несколько раз, что интересно. Даже была попытка превращения Кубы в такой курорт для особо элитарного населения, которым местным людям не особо понравилось. Уровень жизни их оставлял желать лучшего. Также одним из выступающих стал Рустам Кишмария, который рассказал слушателям о шведском социализме и его особенностях. Помимо прочего, Рустам также является одним из создателей социалистического клуба. В планах молодых историков входит и восстановление памятников культурного наследия, например, мемориал Нестора Лакоба. Постепенно, вот как было уже сказано, мы где-то первый год был сложный для этого решения, но постепенно мы начали сперва поставить документы, нас подтвердили. Сперва мы были просто социалистическим клубом как дискуссион, а потом стали как именем Нестора Лакоба, в честь него был назван, да. Сперва это была именно наша троица выступления готовила. Мы выбирали обычные темы, которые как на основе, чтобы начать с объяснения людям, что такое социализм и как это происходит. Потому что в современном мире труды марксизма или социализма очень, честно говоря, дискредитируются. И мы хотели начать с того, что оправдывать некоторые те идеи, которые сейчас происходят. Сегодняшняя тема была про шведский социализм, но я изменил ее и взял в скобочки про шведский социализм, потому что мы не признаем его как социализм. Для того, чтобы показать, что Швеция не является социалистическим, а является точно такой капиталистической страной с теми же способами угнетения рабочего и своего же населения. Отмечается, что студенты сами выбирают темы для исследований и презентаций. Преподаватели лишь могут помочь им и направить в правильное русло. Особый интерес вызывали доклады, касающиеся истории Абхазии в советский период. Алиса Атлиба, Тимур Гугохи, Абаза ТВ. Концерт фортепианного дуэта «Пиано-дуо» и Государственного камерного оркестра Абхазии прошел накануне в Государственной филармонии имени Раждена Гумба. Народная артистка Абхазии Нинель Бжани и заслуженная артистка Республики Гулиза Авицба совместно с Государственным камерным оркестром под управлением главного дирижера, народного артиста Давида Терзяна представили зрителям насыщенную концертную программу и подарили столице настоящий праздник музыки. Подробнее в репортаже Рады Чачава. Весенний сухумский вечер не испортил даже проливной дождь, ведь он наполнился неподдельной магией по мановению рук десятков талантливых музыкантов. В стенах Государственной филармонии и впрямь свершалось маленькое чудо. Завороженные зрители, практически не дыша, внимали тому, что говорила им музыка, и не сводили глаз со сцены. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» в лице народной артистки Абхазии Нинель Бжани и заслуженной артистки Республики Гулизы Авицба вот уж 9-й раз выступает совместно с Государственным камерным оркестром Абхазии под управлением главного дирижера, народного артиста Давида Терзяна. В следующем году, как поделился с нашей съемочной группой Давид Терзян, ожидается юбилей проекта. Хочу сказать, что это уникальный дуэт. Он редко вы встретите не только в России, но и по всему миру, потому что наисложнейший ансамбль, который требует многочасовых репетиций, отшлифовывания программы. В программе концерта был представлен уникальный музыкальный колорит от сочинений Бетховена, Баха и Римского-Корсакова до концертных обработок современных произведений. Однако Давид Терзян поделился, ожидал зрителей и неожиданный сюрприз. Будет прелюдия Рахманинова номер 5,
да, в обработке 2 роялей и оркестра. Будет вторая венгерская рапсодия Листа. Это очень интересно тоже. Будет у нас также пляска смерти Сен-Санса. Это из классического блока, да, то, что я вам говорю. Ну, Вивальди «Времена года», «Гроза», которую мы часто исполняем, что публика просит. Да. Кое-где мы прислушиваемся, стараемся подобрать программу. Ну и, естественно, будут популярные произведения, саундтреки из мультфильмов, голливудских, кинофильмов. Богатый, оригинальный и по-настоящему сложный репертуар концертов – главная особенность проекта, поведала нам Елена Хагба, директор камерного оркестра. Программа подбирается с учетом интересов публики, и подготовка всегда занимает много времени. Но, глядя на зал, наполненный людьми, не сводящими глаз со сцены, можно сказать с уверенностью, кропотливая многомесячная работа музыкантов совершенно не напрасна. Так как у нас камерный оркестр, мы, конечно же, больше специализируемся на камерной музыке, с вокалом, для струнного оркестра. Именно с пиано-дуо у нас совершенно другой формат. Приходится нам дополнять оркестр для этих проектов. Не если, а когда у нас будет свой большой оркестр, такие проекты будут в республике намного чаще, и не только такие. Их очень много с симфоническим оркестром. Вот я думаю, что основной плюс, основная разница между нашей основной деятельностью и таким проектом, как «Пиано-дуо», это большой оркестр и разнообразный репертуар, который включает в себе как шедевры мировой классики, так и музыку современную. Давид Терзян и Елена Хагба рассказали, главная задача многолетнего проекта – популяризировать классическую академическую музыку, способную по-настоящему вдохновить слушателей, подарить им частичку чуда и волшебства и даже воспитать, воззвав к самому высокому и нетленному, что есть в человеке. Наша задача вот академических музыкантов и коллективов, у нас 2 академических коллектива, хоровая капелла государственная и государственный оркестр, воспитывать нашу публику. И имеется в виду, чтобы они приходили на концерты. Классическая музыка не может быть доступна всем, и не все ее понимают. И, возможно, некоторым это как-то неинтересно или скучно. Да? Нужно время, поэтому я говорю, мы подбираем программу специально, разбавляем классическую музыку популярной музыкой, чтобы всем было интересно. Придет время, когда классическая музыка в Абхазии будет очень популярна, и залы будут при полном аншлаге. Мы вообще всегда формулируем такую вещь, что дети, которые ходят в музыкальные школы, не все, естественно, из них станут музыкантами, даже единицы станут музыкантами. Но осваивая такую сложную, утонченную материю, как музыка, они становятся совершенно другими людьми. Приходя на концерт, даже неискушенный зритель, может быть, тот, который вообще никогда не бывал на таких концертах, очень часто так бывает, выходя с концерта, всегда нам обязательно говорят, что вот мы никогда не ходили, но теперь мы поняли, что это такое побывать на концерте классической академической музыки. Теперь мы становимся вашими зрителями навсегда. Вот я думаю, для нас вот это самое главное, самое приятное. Удивительный дуэт Нинель Бжани и Гулизы Авицба совместно с музыкантами оркестра погрузили зрителей в бесконечное многообразие звуков и, как и завещал Бетховен, высекали музыкой огонь из душ человеческих. А 7 апреля фортепианный дуэт и государственный оркестр выступят в России, в Самаре, в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии». И музыка вновь заговорит, объединяя людей лучше всяких слов. Рада Чачава, Сосриква Гухава, Абаза ТВ. В завершении выпуска о погоде. В
выходные дни 5 и 6 апреля в Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды. Временами дождь разной интенсивности, туман. Атмосферное давление пониженное, ветер слабо умеренный. Температура воздуха ночью 6-11, днем 13-18. Температура морской воды плюс 12. Волнение морской воды слабое и умеренное. Относительная влажность воздуха 60-90%. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.